Добрый день, ребята! Наш сегодняшний тематический классный час посвящается Дню Благодарности. День благодарности в Казахстане отмечается 1 марта. В 2016 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев учредил праздник День благодарности в Казахстане, о чем заявил на одном из заседаний Ассамблеи. Праздник День благодарности был введен с целью сохранения и развития единства многонационального Казахстана на основе общей истории, памяти о совместных трудностях, пережитых благодаря поддержке всех этносов друг другу и казахскому народу. Сегодня это один из поводов вспомнить свою историю своей семьи, страны, провести время с родными и близкими, поблагодарить друг друга за время, что было проведено вместе, родителей за то, что дали жизнь своим детям, а также детей за то, что радуют своими успехами и дают повод гордиться ими. Этой земле тысячи лет. Она знала нашествия и бедствия, времена процветания и войн. Как случилось, что за последние 100 лет землю Казахстана населили многие народы? На земле казахов сейчас проживают более 130 национальностей. Народы с благодарностью вспоминают казахов, протянувших руку в помощи. Чтобы понять, откуда у нас столько национальностей, я предлагаю вам посмотреть следующий видеоролик. Больше миллиона человек из России, Беларуси и Украины прибыли в начале прошлого столетия в Казахстан. Потом была коллективизация 30-х годов, когда в наши степи тысячами отправляли в ссылку раскулаченных крестьян. А позже при сталинском режиме в Казахстан и вовсе депортировали целые народы. Корейцы, немцы и кавказцы. На сбор им давали только день. А дальше неделями они ехали в холодных товарных вагонах и приезжали в казахстанские степи. В свое время наша исконная казахская земля приняла своих братьев из других этносов и народностей, делились с ними куском хлеба, своим кровом, очагом и оказывали им очень хорошую посильную помощь. Уставшие, морально надломленные здесь, в Казахстане, депортированные, обрели новую родину. Как поняли по видеоролику, ребята, в 1943-44 годах в Казахстан были выселены представители народов Северного Кавказа, калмыки, балкарцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы, турки. Судьба переселенцев была трагичной. Немалое их число, особенно женщин, детей и стариков, погибло еще в пути.
1944 году 89 901 чеченцев и ингушей были переселены в Казахстан. Они были поселены в 10 областях Казахстана, за исключением западных регионов. В этом же году 21 150 балкарцев были выселены в Казахстан. Они были поселены в Акмолинской, Павлодарской, в Семипалатинских областях и во всех южных областях Казахстана. Также 45 529 карачаевцев были выселены в Казахстан. Они были поселены в Джамбульской области, в Южно-Казахстанской области. День благодарности – это шаг навстречу дружественных, родственных, приятных отношений друг с другом. Повод помириться всем тем, кто в ссоре, а иногда найти себе новых и интересных друзей. Скажите сегодня всем: «Мен алғыс айтамын», я благодарю. Спасибо нашим родителям за то, что они нас любят такими, какие мы есть. Спасибо нашим преподавателям за то, что они нас обучают и воспитывают. Спасибо нашим друзьям за то, что они всегда рядом. Всех с праздником, ребята! До новых встреч!